учим своих детей тому, чему учили нас наши родители, передаем какие-то заветы, делимся своими собственными жизненными открытиями и передаем те задачи, те мечты, которые сами не успели осуществить. Поразительно. Я эту светлую идею хочу осуществить у себя на родине, в Якутии. И тут действие перемещается в Санкт-Петербург. Доброго времени суток! Вас приветствует Якутск. Меня зовут Дарья Ермолаева, и я бы хотела вас пригласить в мир якутской литературы. Школа драматургов Арктики, так называется медиапроект, который поддержан фондом президентских грантов. Также мы благодарим наших партнеров. Это музей «Россия. Моя история» в Якутске, это фонд тотального диктанта за организацию съемок. Медиапроект «Школа драматургов Арктики» – это уникальная возможность общения с разными регионами России. Я думаю, что о писателях Якутии мало кто знает, и именно наш проект дает возможность найти друг друга. Возможно, благодаря этим мастер-классам в будущем спектакли наших якутских драматургов появятся на сценах других городов, на территории России и так далее. Сегодня наш мастер-класс называется «Драматургия как возможность говорить о проблемах современности». В качестве главного героя выступит Владислав Левочкин, это драматург-экспериментатор и одновременно первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Давайте поприветствуем нашего автора. Нужно сказать, что у нас стало уже традицией начинать разговор с нашим автором с литературной читки. И сегодня мы услышим литературную читку в исполнении молодых актеров из Санкт-Петербурга. Ксения Никитина была режиссером-постановщиком. Запись производилась на легендарнейшем ледоколе Красин, который бороздил северные широты в первой половине 20 века. И пьеса называется «Лучший драматург, мертвый драматург». Такое интригующее название. Итак, внимание на экран. Хороший драматург, мертвый драматург. Одноактная пьеса. Алиса Савчин, до 35 лет, актриса. Борис Васильевич Кувшинов, около 45, драматург. Добрый вечер. Это Союз писателей? Да. Мне сказали, что здесь можно найти Бориса Васильевича Кувшинова. Это я. Вы? Я. Я совсем не так вас представляла. Извините, что не оправдал ваших ожиданий. Вы простите, я, наверное, что-то не то говорю. Просто когда говорят писатель... То сразу представляют седого старика с трубкой и в очках. Ну или Льва Толстого. Ну или Антон Павлович Чехова на худой конец. Ну или как-то так. Я не тот, не другой и не третий. Извините, какое-то странное начало беседы. Беседы? Ой, я не представилась. Меня зовут Алиса. Алиса Савчин. И? Я актриса. Драмы. Здесь, видимо, нужны аплодисменты. Извините, я вас не отвлекаю? Отвлекайте. Нам потребуется буквально 5 минут. Больше не надо. Потребуется на что? Дело в том, что я хочу вам помочь. У меня есть одна история, которая обязательно вас заинтересует. История? Ну, писатели всегда же ищут истории для своих рассказов. Вы знаете, у меня сейчас совершенно нет времени. Ну, в общем, я думаю, вам обязательно понравится. Это история про молодую девушку. Все девушки молодые по определению. Что? Ну вы сказали девушка. Девушка не может быть старой. Слово молодая лишнее. Хорошо. А молодой женщине? Женщина же может быть молодой? Да, еще можно сказать о женщине бальзаковского возраста.
Ну, возраста как-то плохо звучит. Хорошо, а молодой женщине? Да, да, о молодой женщине. Она в свое время была безумно влюблена в одного мужчину. Они мечтали создать семью, но вмешались обстоятельства. Знаете, так бывает. Он военный. Она училась в институте, но бросила. И вот спустя несколько лет они встретились снова. Он все так же любит ее, но у нее уже нет этих чувств. Она стала мудрее и не верит, что прежние чувства можно воскресить. Понятно. Где сюжет? Ну вот, превратности судьбы. Неизвестно, будут ли они вместе. Вы думаете, это интересно? Вы думаете, нет? Это банально. Таких историй миллион. Ну нет, это только на первый взгляд. Ситуация осложняется тем, что эта молодая женщина, она уже встретила другого. Но к нему она не испытывает той страсти, той безумной любви, которая была с первым. Она просто дарит взаимность. Для нее это унылая обязанность. Вот все, о чем вы сейчас рассказываете, это такое клише. Клише. Да, точно, клише. Как я мог забыть? Да, здесь должно быть именно клише. Простите. Сейчас. Я даже знаю, как это играть. Понимаете, я смотрю на эту историю как актриса. В этой истории есть чувство, есть эмоция. Это то, что может затронуть зрителя. Да. Ну, понимаете, все, что идет сейчас на сцене, оно такое бесчувственное, такое геройка патетическая. В нем нет чувств обычного человека. Ничего не затрагивает душу, понимаете? Да вы прекратите печатать, в конце концов. Мне нужно срочно завершить эту работу. Ну, я и вижу, что вы меня совершенно не слышите. Мне жаль. Мне тоже. Ну, я знаю, что вы сейчас пишете. Что? Я знаю, что вы сейчас пишете. И что же я пишу? Пьесу вам заказали к 200-летию Степана Порфирьевича Никодимова. Да, все именно так и есть. Вы по этому поводу пришли? Поэтому, И что же вам надо? вот, я же начала рассказывать про эту историю военного студентки. Подождите, у вас там есть совсем незаметная роль Полины Шинелиной. Вам нужно ее расширить. Что сделать? Вам нужно ее расширить, понимаете? Она совсем безликая, она пустая какая-то. И я должен ее расширить, потому что это моя роль. Ваша. Да, да. У нас же было предварительное распределение, всего месяц до премьеры. Вы знаете, ну как это обычно, ни музыки, ни костюмов, ну а надо. Ну, допустим. Почему вы решили, что эту роль надо, как вы говорите, расцветить или расширить? Ну, из того, что было в первом действии, становится понятно, что дальше ее не будет. Да, вы правы. Ее не будет. Но она должна быть. Вы такую фразу сказали. Я буду ждать встречи с тобой. С вами. Что? Я написал. Я буду ждать встречи с вами. Они же на «вы» обращались. Да, наверное. Но это не важно. Нет, важно. Как и важно то, почему ее дальше не будет. Почему? Есть такое понятие, как историческая достоверность. Они говорили друг другу «вы», потому что это было в другую эпоху. Они больше не увидятся, потому что этого не было. Не встречались они больше. Вы знаете, у меня с интеллектуальным всегда слабовато было. С логикой тоже. Но я на уровне чувств понимаю, что они должны встретиться. Это было бы так хорошо. Представляете, у них сохранилась эта тоска по несостоявшейся любви. Ну ничего, что у него уже семья была, дети. А от этого становится еще грустней. У меня прям сердце сжимается. Чушь. Ну нет, я прям вижу ее трагическую судьбу. Она вышла замуж за нелюбимого человека, и она вынуждена хранить ему верность. Если сделать все так, как вы описываете, то это уже будет спектакль не про Степана Порфирьевича Никодимова, а про Полину Шинелину. Вы знаете, просто у нее очень интересный образ. А в архивах вы там ничего не находили? Не находил. Вы знаете, я сейчас понял. Вот все, что вы мне рассказали, это про вас. Вы хотите спектакль о себе. Ну, в каждой актрисе есть что-то от их героинь. А иначе как бы мы тогда играли? Вот наш преподаватель по сценической речи и актерскому мастерству Елена Матвеевна Васнецова всегда говорила, что для того, чтобы зритель поверил, нужно сначала поверить самой. Поразительно.
Вы знаете, наша беседа мне сейчас напомнила пьесу. Пьесу абсурда. Героиня приходит к автору и требует отдельную от пьесы судьбу. Пиранделла. Надо запомнить. Ну да, да. Ну вот сейчас все увлекаются экспериментами, хотят удивить, поставить все с ног на голову, абсурд сделать. А людям же нужны простые человеческие чувства. Вот все, что мы обсуждаем, это очень бессмысленно. Я очень прошу меня извинить, но я должен срочно завершить свою работу и уйти. Ну вы что, хотите, чтобы я ушла? Мне очень жаль, но время уже позднее. Спасибо. Поаплодируем нашим актерам, режиссеру, постановщику. Вот, Владислав, вы, скорее всего, вот впервые видите, да? Тем более, насколько я наслышана, это ваша одна из последних пьес, ну, как жареные пирожки, скажем так. Вот ваши ощущения. Да, я впервые, не впервые на самом деле вижу, я до этого тоже посмотрел отрывок, мне очень понравилось, как исполнили артисты, мне кажется, они вот почувствовали, ну, как бы вот тот посыл, который шел от меня. На самом деле, ну, это такая как бы шутка, да, на самом деле пьеса-шутка. То И, есть жанр комедии, да? ну, да, мне хотелось сделать комедию, и там, ну, как бы дальше и продолжается вот жизни двух людей творческих, которые встречаются и вот там общаются, получается, в замкнутом пространстве, усиливается конфликт, и потом наступает развязка. Но как бы на самом деле мне хотелось, ну вот, рассказать, может быть, приоткрыть вот кулису, как это на самом деле происходит за, скажем, за сценой. Потому что то, что видит зритель, это то, что мы видим в свете софитов, это тут только малая часть того, что есть на самом деле. А с творческими людьми мне приходится общаться, ну вот как бы по долгу службы. И ну вот какое-то время я очень тесно общался именно с театральными деятелями, курировал их деятельность, поэтому мне это близко, знакомо. Где-то какие-то отрывки разговора были в моем кабинете тоже. То есть это какие-то жизненные истории, да? Ну, на самом деле образы, они сложились собирательные, ну, конечно, какие-то фрагменты, что-то из жизни. Ну, это, собственно, была как бы тоже задача в рамках лаборатории драматургии, которую мы вот делали с Вячеславом Турниковым. И, ну, это тот проект, который я ему предложил для того, чтобы его реализовать. И, ну, вот он посоветовал, каким образом можно сформулировать. И у меня было время, в прошлом году я, так случилось, переболел, и вот пока болел, да, вот смог Получается, доформулировать. Вы даже, находясь, как говорится, в таком состоянии болезненном, вы продолжали творить. Мне кажется, у меня, наоборот, чаще всего получается как раз-таки в какие-то, ну, вот сложные периоды моей жизни просыпается тяга к творчеству, ну, как-то, это спасает. может быть, да, может быть, какая-то защитная реакция, и, ну, вот, время появляется в конце концов, да, и, конечно же, ну, когда я совсем там в плохом состоянии был, я не писал, но когда пришел в себя, вот уже как бы начал, как бы появилось время, и там тоже такое заболевание, что какое-то время не спишь, да, просто не спишь и не можешь уснуть. И, естественно, как бы мысли в голове вертятся, складываются образы, и, ну, как бы само идет вот, что называется, вот, как бы какое-то такое вот состояние, которое, наоборот, толкает тебя. Название пьесы очень интригующее, да? Ну, это вот как раз-таки из разговора с Владимиром Федоровым, да, он все время тоже вот вспоминал вот это выражение, которое он слышал из уст Андрея Савича, да, о том, что с мертвыми драматургами проще работать. На самом деле это вот как бы оттуда пришло. Это и очень жизненное название тоже, да? Ну, да, скажем, ну, может быть, не для всех интересно, да, но, скажем, для тех, кто близок к театру, наверное, может быть, было бы интересно. Я не знаю, какая будет судьба у пьесы, да, она вот буквально, ну, с полужару, получается, вот в конце прошлого года я ее написал. Ну вот, знаете, мне бы хотелось сделать небольшой экскурс, значит, предысторию, да, как происходило становление вас как творца, да. Обычно говорят, что самое лучшее и самое прекрасное приходит из детства. Но ваше детство и отрочество как раз пришлось на то время, когда
происходил развал одного государства, строилось что-то новое, но тем не менее детство, оно и есть и детство. Наверное, остались какие-то очень яркие воспоминания, мгновения, которые помогли вам стать творцом. Ну вот может быть, да? об этом задумываешься после уже, когда, ну вот тоже в беседах с нашими героями, гостями, я вспомнил, что действительно такое было и у меня тоже в детстве. Я работал в газете «Якутия», и однажды туда пришло письмо из Алекминского района, деревушка Тако. Написали, что вот у нас жил-был сосед, мальчик Владик, который к нам приходил в детстве, рассказывал к нам сказки. И я вспомнил, действительно, так и было. Я приходил к соседям, я ставил стульчик, садился и рассказывал сказки. Сначала одну сказку, потом в следующий день приходил, То есть вторую так, сказку такую рассказывал. прочитанную Да, сказку? вот такой Алан Хасут, ну вот как бы вот где ходил, где что понасобирал, Интересно. приходит и рассказывает, да, и вот такие вот вечера проводил одного актера, да. Ну вот, видимо, вот там вот все и началось, потому что, ну как бы действительно время такое было после перестроечное неспокойное, и на самом деле я не по той стезе пошел, на самом деле. Изначально я пошел учиться на высшее образование, оценка недвижимости у меня была специальность. То есть Не журналистика, да, что-то сначала я занимался, вот, я сдавал там высшую математику, физику, геодезия, черчение, 2 года проучился, но как бы Поиск. я вот опять же тоже вот сейчас вспоминаю, это время тоже нужно было, чтобы понять, чем ты хочешь заниматься, и на самом деле вот вместо того, чтобы физику, химию, биологию изучать, я читал Кафку, я читал Сартра, Камю, Кенкизи. Я ездил на метро, да, там очень долго такой путь был от общежития до университета, и как бы, ну, это было время, когда можно было прочитать все это. Я, естественно, все это глотал. То, чего не было в школьной библиотеке, то, скажем, что не преподают в литературе, и, ну, вот, какое-то для меня было определенное открытие, потому что, ну, как мне показалось, оказывается, в литературе можно тут писать настолько, скажем, ну, брать человека за живое, да, скажем, а вот, ну и в целом мне литература вот французская, экзистенциальная литература очень близка, и, наверное, где-то я тоже заимствую, где-то вот Да, по этому возможно, пути поэтому иду. вы как бы себя ассоциируете с драматургом-экспериментатором, да? Да, и у меня потом был сложный период, когда я бросил учебу, и, ну, как бы мне тяжело было и работать, и совмещать с учебой, и у меня начались стихи. У меня на самом деле все началось с стихов. То есть вообще моя профессиональная как бы выбор, он начался с поэзии, были сначала стихи, потом я понял, что я должен писать, я начал писать, вот, заниматься журналистикой, потом я учился и работал, и когда учился, работал одновременно, и хотя я не работал, допустим, в отделе искусства, в отделе экономики, социального права работал, но я всегда писал про театр и общался с людьми творческими, и в том числе поэтому меня пригласили потом работать в Министерстве культуры. То есть, как бы, на самом деле у меня вот с творчества все началось, а потом вот как бы, ну, как бы кругами все это вот возвращается. Ипостаси у вас, да, журналист, драматург, чиновник, скажем так, да? Да, многие Как бы всё удивляются, это потому что вмещается в одном как бы я человеке. уже давно работаю в министерстве, уже, ну, 11 лет, и многие удивляются, ты, оказывается, пишешь. На самом деле у меня все с этого началось. Я начал сначала писать, а потом уже вот меня судьба привела. Да, интересно. Как бы, А есть ли у вас какой-нибудь жизненный девиз, а может быть семейная традиция, которая вот ведет по жизни? девиз, так, ну, девиз, что-то вот я хотел сказать про девиз, но... Ну, мы еще вернемся к этому, да? Значит, а кто все-таки повлиял на выбор вашей профессии, вот именно взять творческую? Не зря же вы ходили по домам и рассказывали сказки. Может быть, это в семье было, или, я не знаю, может, что-то вы увидели где-то, что так можно сделать. Откуда это? Такой Не посыл? знаю, просто воспитание, наверное.
У меня, ну, отец простой рабочей профессии, он водитель был, механик, а мама имела высшее образование, она инженер-технолога, и она всегда очень хорошо рисовала и писала тоже очень хорошо, очень у нее, ну, как бы литературный склад есть какой-то вот тоже. Я думаю, что, наверное, это вот ближе от мамы пришло. И в художественной школе я тоже учился, и окончил художественную школу, и в детстве все думали, что я стану художником. Ну вот, как бы тоже такое есть. Все Вот, сложилось да, по-другому. бывает, ну, не знаешь, как, куда тебя жизнь закинет. Я, например, никогда не думал, что я буду работать чиновником там, в министерстве, допустим. Не было у меня такого даже как бы в мыслях. А вы по жизни оптимист, реалист или еще? Как вот вы себя можете Ну, мне хотелось бы считать себя оптимистом, хотя все, кто знакомятся с моими трудами, да, особенно с поэзией, да, говорят, ой, какой у тебя депрессивный взгляд вообще на жизнь, и говорят, что это не совпадает вот как бы с образом с образом, с тем мыслями, да? впечатлением, которым я оставляю. Просто, может быть, творчество действительно, оно у меня в какие-то периоды возникает, где мне нужно избавиться вот от этих мыслей депрессивных и каких-то вот Да, угнетающих. палочка-выручалочка. Ну, да, у всех, видимо, по-разному, да, кто-то может вдохновлять людей, да, а я вот, для меня это способ скинуть вот свою какую-то вот негативную энергию, которая накопилась, и иногда, конечно, думаешь, а во благо ли это читателю, зрителю, да, потому что, ну, не всегда бывает литература и произведение искусства тоже во благо, да, может быть, и не нужно вообще. Может быть, просто это нужно, ну, самому себе в стол писать, откладывать, да, и забывать про то, что ты сделал. Допустим, сейчас еще последний вопрос. А чем вы гордитесь в жизни? Вот что-то такое, может быть, особенное, что для вас очень важно. Чем я горжусь в жизни, да? Может быть, это что-то преодолели, какой-то поступок. Может, приняли какое-то решение, реализовали какую-то идею. Вариантов очень много. Ну, чем я горжусь? Ну, наверное, семьей своей. У нас 3 детей. И как бы, ну, самое, наверное, сейчас вот, ну, важное для меня, конечно, когда очень насыщенная жизнь, все равно рано или поздно какие-то возникают ситуации выбора, где нужно что-то выбирать. Но для меня, наверное, самое главное все-таки семья сейчас. Я думаю, что всегда так будет. Да, очень приятно слышать такой выбор. Ага. Пожалуйста, Анна Пшенникова. У нас скоро будет подключение с Центральной городской публичной библиотекой имени Маяковского. Модератором выступит руководитель нашего проекта «Школы драматургов Арктики», автор проекта Мила Кудряшова. Пожалуйста, я попрошу вас быть готовыми. А сейчас вопрос. Здравствуйте, друзья. Я очень рада сегодня видеть себя в этом качестве, как драматурга. И мой вопрос, думаю, часто я ответил, что очень часто, когда во мне возникают какие-то ситуации в жизни. Но я думаю, что ты как человек вообще, в принципе, пишущий, вряд ли ждешь, когда будет эта ситуация. Наверное, ты пишешь ключи какие-то моменты. Вот вопрос. Когда ты творишь, учитывая, что все-таки ты еще не занятой человек, когда ты работаешь, ну, в общем, что тебе помогает, что тебе может быть мешает. И бывают такие моменты, когда тебе нужно собраться и работать, может быть, это не хочется делать, но надо. И как ты тогда себя организуешь, потому что то есть не муза, а характер. Ну, вот я на самом деле тоже хотел отдельно об этом поговорить, потому что в журналистике, ну, на самом деле так бывает, когда ты себя заставляешь и не хочется, но надо, да, и, ну, журналистика, любая печатная пресса, допустим, ну, это называют топкой, да, и которую нужно всегда топить, сколько ты не напишешь, она все сожжет, да, и нужно писать заново, и опять будет чистый лист. Но на самом деле для меня, я вот тоже вот сейчас вот в рамках школы понял, да, и в обсуждении, что мне на самом деле это нужно для того, чтобы не разучиться писать, не потерять вот этот вот, скажем, ну, дар, да, который на самом деле нам дается и который может уйти.
И так бывает у людей, когда он приходит, а потом уходит. Даже когда уходишь в отпуск, бывает очень сложно потом втянуться в работу свою, войти Да. в ритм. И здесь вот просто у меня возникают какие-то мысли, которые я считаю, что их нужно зафиксировать, потому что есть у меня какой-то опыт, которого, возможно, никто не имеет, но который был бы интересен, и появляются мысли, и появляется собственно, само полотно. Мне кажется, что, может быть, в дальнейшем я как-то дальше разовьюсь, и я думаю, может быть, наверное, куда-то в крупную форму, да, потому что, это обычно так и бывает, на самом деле, у пишущих, начинают с поэзии, заканчивают уже крупными какими-то формами. Может быть, в дальнейшем, когда у меня появится, и время, и возможности, и, я вырасту в творческом плане, да, уже возьмусь за крупное, потому что, рассказы как-то меня почему-то не тянет в эту форму. Мне кажется, она сейчас, когда мы живем, таким темпом, таким ритмом жизни, да, остается время только какую-то выжимку только взять, да, а драматургия, она дает такую форму, возможность, какую-то выжимку из всего того, что тебя окружает. А рассказ, он все-таки заставляет человека отрываться от повседневности, оторваться в какую-то другую реальность, и для этого нужно сделать над собой усилие. В этом отношении у крупной формы больше преимуществ, потому что человек уже погружен в текст, и он опять в него ныряет, да, выныривает и опять ныряет, а рассказ каждый раз в какую-то новую пустоту ты ныряешь. Есть в этом какая-то что-то логика, есть, да, просто начинаешь анализировать это, думать об этом, наверное, видимо так. И, я исхожу просто из своей потребности. У меня возникает потребность просто что-то сделать и зафиксировать его. Я считаю, что это, важно, нужно. Такого, что, заставлять себя, я где-то себя заставляю, потому что я понимаю, что это может уйти. Это может уйти. Я очень надеюсь, что Санкт-Петербург у нас на связи, да? Мила Кудряшова, автор проекта «Школа драматургов Арктики», модератор публичной библиотеки имени Маяковского в Санкт-Петербурге. Ждем вас. Мила. Добрый вечер, Якутск. Мы в сборе. У нас сегодня очень много гостей. Я каждому буду давать слово по очереди. Впереди у нас еще некие сюрпризы, которые мы специально приготовили для сегодняшнего эфира. Но разрешите мне сейчас дать слово нашей официальной части. У нас сегодня в эфире заместитель председателя комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Анна Александровна Булатова. Встречаем. Очень приятно. Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас от имени правительства Санкт-Петербурга и Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики. Слышно меня и видно? Да, мы слышим. Прекрасная Якутия слышит меня? Я знаю, что сейчас уже у вас почти что вечер, а у нас солнечное петербургское утро. Приветствую вас еще раз. И я знаю, что сегодня состоится буквально заключительное мероприятие, заключительный мастер-класс проекта «Школа драматургов Арктики». Наш комитет поддерживает творческие начинания, и, конечно же, этот проект представляет большой интерес для нашего города в целом. Наш неарктический город в составе исполнительных органов власти имеет совершенно арктический комитет, как раз который я сегодня представляю. И взаимодействие с Милой Кудряшовой в рамках проекта «Школа драматургов Арктики» представляет для нас большой интерес. Мы знаем, что это не единственная работа Милы Кудряшовой, у нее много интересных начинаний, и это замечательно. Хотела бы сказать, что выражаю большую благодарность от имени нашего города якутским коллегам. У Санкт-Петербурга такая долгая история дружбы и взаимодействия с Республикой Саха-Якутия. Соглашение о сотрудничестве действует с 2012 года, и в рамках этого соглашения культурный компонент выражен в полной мере. Там целый ряд статей посвящен культурному сотрудничеству. Санкт-Петербург с деловой миссией посетил Республику Саха-Якутия в октябре 2020 года. И да, я тоже была в Якутске, и в правительстве города тоже. К сожалению, не посетила Министерство культуры.
Но я думаю, что в будущем обязательно эта встреча состоится. У миссии было научное направление. Следующая деловая миссия, полагаю, должна быть обязательно в сфере культуры. Сегодня я увидела совершенно уникального человека, да, Левочкина Владислава Валерьевича, такого многогранного, современного якутского драматурга. Очень впечатлена. Действительно интереснейший человек, сочетающий в себе столько удивительных качеств и журналистских способностей, и творческих, и еще и государственных. Да? Политический деятель, современный политический деятель. Это замечательно. Хочу выразить надежду на дальнейшее сотрудничество с министерством. Спасибо большое. Я со своей стороны тоже хочу сказать о том, что помним ваш приезд в прошлом году, и действительно в условиях пандемии это все происходило, и очень жаль, что мы не смогли, как обычно, это у нас бывает очень масштабно, вас встретить, и действительно с Санкт-Петербургом у нас очень тесные связи, у нас есть соглашение, в рамках которого мы ежегодно принимаем коллективы Санкт-Петербурга, в том числе учреждения культуры и искусства, к нам приезжали театры Санкт-Петербурга, и у нас этот цикл ежегодно через 5 лет повторяется, а в следующем году, в год столетия республики, мы собираемся провести масштабное мероприятие в Москве, в Санкт-Петербурге. Традиционно у нас всегда очень активно это проходит, и мы всегда пользуемся поддержкой наших коллег и очень ценим ею поддержкой комитетов культуры городов Москва и Санкт-Петербург. Большое вам спасибо. Замечательно, мы будем рады принимать такое мероприятие и принимать в нем участие. И помимо комитета по культуре, конечно же, комитет по делам Арктики тоже будет рад присоединиться к проекту. Я думаю, что какую-то финальную определенную точку нашего взаимодействия мы можем поставить, обменявшись некими грамотами. У нас действительно есть благодарственные письма участникам и организаторам проекта. Сейчас, нет, сначала мы слушаем Санкт-Петербург. Да, мы вас слышим? Продолжаем. Благодарственное письмо от имени Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики первому заместителю министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Левочкину Владиславу Валерьевичу. Спасибо большое. Спасибо. Мы направим его обязательно, да, передадим. Благодарственное письмо Ермолаевой Дарье Павловне. Ой, как приятно. Я думаю, что здесь находятся благодарственные письма всей нашей группы, и я передам их сама, как руководитель проекта, на финальном мероприятии. Но я попрошу от имени нашего проекта слово Алаверды. Так, мы предлагаем подойти к микрофону Виктору Борисову. Он куратор проекта здесь, в Якутске. Куратор проекта «Школа драматургов Арктики». У нас тоже есть приятные сюрпризы. Пожалуйста, Виктор. Надеемся, что с этим начинается взаимодействие дальше, поэтому с нашими намерениями, нашими целями, нашими действиями, нашей руководной практикой мы стараемся, чтобы такие силы желаемо хотим поблагодарить комитет и общественной истории. И для вас наше Министерство культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия для вас есть личная благодарность.
специальности, во-первых, самому комитету за вклад в развитие сотрудничества республики и Санкт-Петербурга в области культуры и совместной реализации проекта «Школа драматургов Арктики». Подписи нашего министра Юлии Капеляновой. Также Аплодируем. всем комитета, в том числе самое главное, Александровне, заместитель председателя комитета Санкт-Петербурга, эти письма благодарности меня отправил в Санкт-Петербург. Борис Ильич, большое вам спасибо. Этот уникальный проект позволяет сделать доступную уникальную культуру Арктики, уникальную культуру с этническим компонентом. Сейчас это так важно донести до общества вот эту вот действительно такую самобытную, искреннюю, красивую арктическую культуру. Да, благодарим вас за то, что вы помогаете популяризировать это уникальное наследие. Спасибо вам огромное. И от всей нашей команды могу сказать, что видеоконтент нашей школы драматургов Арктики, когда он будет готов, мы торжественно передадим комитету Санкт-Петербурга по делам Арктики для дальнейшего использования, чтобы вы проводили мастер-классы, привлекали студентов, работали с аудиторией и развивали тему, которую начинаем мы. Спасибо, мы с удовольствием примем. Особенно важно, на мой взгляд, показывать это наследие молодежи. Говорят, что молодые мало читают. Нужно помогать им примкнуть к этой прекрасной самобытной культуре. Пусть видят, пусть знают, слышат о том, что действительно есть такая удивительная страница нашего многогранного культурного пространства. Спасибо большое. И я думаю, что сейчас логично передать слово Софье Александровне Унру. Софья Александровна Унру – бессменный наш координатор от Института народов Севера. Вместе с Софьей Александровной мы прошли в Санкт-Петербурге и «Динозавров вечной мерзлоты», и будущие проекты, которые у нас не за горами: «Женский голос Арктики», «Русское устье, Северный путь», тоже будет происходить при поддержке Института народов Севера. Так что спасибо вам, что вы есть ваши студенты. Передаю слово. Действительно, сложилась такая команда межрегиональная уже, не первый проект реализуем. Специалисты из Якутии и Петербурга, вот мы объединились для того, чтобы развивать культуру, традиции народов Севера, популяризировать их. И у нас много партнеров в этих проектах. Это и представительство Республики Саха-Якутия, да, и Комитет Арктики, и «Россия. Моя история». И Институт народов Севера, конечно, принимает участие, также без нас. И наши студенты, конечно, читают. И я, когда беседую на лекциях, я понимаю, что да, не все еще потеряно. И студенты действительно приобщаются и к родной литературе. И у нас они обучаются по профилям филологическое образование, родной язык и литература, культурология. Поэтому данный проект «Драматурги Арктики» имеет своей целевой аудиторией как раз вот наш контингент, наших студентов, которые, возможно, в будущем пополнят ряды драматургов, писателей, литераторов. Это вообще их профиль. И проект действительно очень перспективный и полезный, и как для Якутии, так и для Петербурга. Я благодарю Милу Кудряшову за то, что она вот фонтанирует связанными с Арктикой, объединяет нас. И сегодня тема нашего мастер-класса – это отражение проблем современности в драматургии. И хотелось бы надеяться, что проблемы, с которыми сталкиваются коренные народы, действительно будут отражены в дальнейшем, может быть, теми присутствующими, которые здесь, да, сейчас получат такой опыт
на этих мастер-классах, потому что действительно есть проблемы современности в Арктике. Это и изменение климата, о котором всегда говорят, да, на международных площадках, промышленное освоение, утрата традиций, формирование этнической идентичности, сохранение этой этнической идентичности, сохранение хрупкой природы Арктики. Все это можно отразить как раз средствами драматургии, и, наверное, это одно из как раз-таки будет ярких средств, которыми можно эти проблемы отразить. И мы будем обсуждать также эти проблемы на онлайн-конференции, которая состоится на днях на ледоколе «Красин». Это традиции и тенденции развития литературы Арктики. Всех приглашаем присутствующих также присоединиться к этой конференции. Спасибо. Спасибо огромное. И еще один выступающий гость нашего первого включения Мария Ануфриева. Мария Ануфриева у нас писатель, член правления Союза писателей Санкт-Петербурга, и тот человек, который неравнодушен к арктической литературе. Ее стараниями были отредактированы арктические работы, соответственно, была написана, по-моему, Маш, если я не ошибаюсь, с тобой вступительная статья для арктического номера «Дружба народов». Ты принимала активное участие. Ну, я писала текст, я да? об этом расскажу. Я думаю, что тебе подробно об этом слово. Да, дорогая Якутия, я тоже рада вас приветствовать в очередной раз, уже не первый в этом проекте. Очень жаль, что он подходит к завершению, но пока еще не завершенный, это тоже радостно. Поскольку значит, наш мастер-класс литературный, драматургический, я расскажу немного о том, как представлена современная литература якутская в Петербурге и вообще ну, на федеральном, скажем так, рынке. Да? Не секрет, что книги якутских писателей, ну, в общем-то, не так часто можно встретить в библиотеках, тем более в библиотеках небольших. Вот, я уверена, что, допустим, вот в той же Маяковке, возможно, есть якутские авторы, да, но если, допустим, мы зайдем в какую-то районную библиотеку, а тем более в маленьком городе, ну, не факт, что мы там найдем книги современных якутских писателей. А в то же время есть современные толстые литературные журналы, которые ведут свою историю с давних времен, еще Советского Союза, и отрадно то, что с нашей помощью они обращаются к якутской литературе. Так, в частности, еще в 2016 году Петербургский историко-литературный и общественно-политический журнал «Аврора» выпустил специальный якутский номер. Это был номер 4, апрельский, за 2016 год, в котором были представлены многие авторы, в том числе и Владислав Левочкин со своими стихами. Да? То есть Владислав уже рассказал о том, что он начинал как поэт, вот, и петербургские читатели могут в этом убедиться и познакомиться с его поэтическим творчеством. Это был действительно очень интересный номер, он прозвучал, были пресс-конференции в Петербурге. Насколько я знаю, он даже получил специальное благодарственное письмо от постпредства, да, Якутии в Петербурге. Ну, если вот так вкратце сказать по авторам, там был очень хороший подбор от стихов народного поэта Якутии Ивана Мигалкина до, допустим, поэзии совсем молодого вашего якутского, ну, хотела сказать парня, наверное, не парня, да, поэта Гавриила Андросова. Была там проза Ивана Иннокентьева, который тоже, вот, в общем-то, известен широкой аудитории, не только в Якутии. Была замечательная проза Натальи Михалевой «Сая», пьеса Семена Ермолаева, который тоже выступал в рамках проекта «Школа драматургов Арктики». Помимо современной прозы были там представлены и классики якутской литературы. Вот, что интересно, например,
наш известный петербургский редактор, переводчик Евгений Каминский впервые в журнале «Аврора» опубликовал перевод на русском языке поэмы анимпадиста Сафронова «Алампа». Да, «Разговор священных гор». Это поэма, которая была написана в 1921 году, если мне не изменяет память. И это был действительно первый перевод с якутского на русский язык, который вышел в нашем петербургском журнале «Аврора». И я повторюсь, что действительно ценно это тем, что, понимаете, книга, вот, допустим, да, у книг, как мы понимаем, сейчас маленькие тиражи чаще всего, да, то есть, в принципе, вообще бумага, ну, так немножко отходит на второй план, да, по сравнению с современными технологиями, с интернетом. А журналы библиотеки выписывают. К журналам всегда можно обратиться, да, и журналы есть в библиотеках, и, соответственно, это то, что остается на многие годы, да, и совершенно разные читатели могут познакомиться с творчеством якутских авторов. Замечательно и то, что вот после вот этого якутского номера, который вышел в 2016 году, ну, то есть, в принципе, уже, да, прошло 5 лет, в 2019 году в майском номере там вышла уже отдельно поэма Владислава Левочкина, ой, да, извиняюсь, не поэма, пьеса, да, ну, возможно, это оговорка по Фрейду, возможно, Владислав написал поэму. Да, вышла пьеса. Придется. Да, вышла ваша пьеса, историческая, насколько я помню, в трех действиях, да, в 3 актах. И, в общем-то, тоже пути Господни, я имею в виду, да, и я хочу сказать, ну, поскольку, собственно говоря, просто я немножко в курсе, да, редакционной ситуации, то есть пьеса вышла практически сразу же после того, как была предложена редакции, да, то есть очень часто рукописи лежат там месяцами, а бывает и годами, а тут, в принципе, прошло, ну, там буквально несколько месяцев, это такие рабочие моменты, и пьеса сразу же увидела свет на бумаге. Это то, что касается журнала «Аврора». Ну, будем надеяться, что это был не последний опыт, что они будут печатать якутских авторов. И, кстати, если вот сейчас есть в аудитории, да, авторы, и, ну, в любом случае нас будут слушать в записи, я думаю, что, в общем-то, это сотрудничество действительно может быть продолжено, потому что «Аврора» с большим удовольствием публикует новые имена, новых авторов молодых, поэтому все это есть в интернете, адрес редакции, всегда можно его найти и выслать свои работы. Мария, вот тут у нас возник вопрос, можно задать, да? Да, конечно. Так, любопытно узнать, как вообще молодому автору, драматургу ли, публицисту ли, попасть вот в такие крупные российские журналы? Какие шаги ему нужно сделать, предпринять? Ну, во-первых, ему нужно написать хороший текст. Публицистический, или художественный, или поэтический. Или... Вот. Во-вторых, вы знаете, нужно не стесняться, вот, пользоваться современными технологиями. Все журналы сейчас имеют, естественно, сайты, да, то есть, ну, в общем-то, опять-таки не секрет, что иногда общий редакционный ящик бывает такой братской могилой, да, то есть можно отправить свой текст очень долго и очень долго ждать ответа, вот. Но вы понимаете, ведь для того и существуют вот такие проекты, как Школа драматургов Арктики, вот наши мастер-классы, да, то есть это как некий такой, ну вот есть понятие социальный лифт, да, вот, допустим, там в административной сфере, да, и в литературе же тоже, но пускай это не социальный лифт, назовем это литературный лифт, да, то есть у вас же наверняка вот под, ну, возможно, под эгидой Владислава, либо других сотрудников, да, в комитете по культуре, возможно, есть какие-то литературные объединения, у вас есть ассоциация союзов писателей, которую возглавляет Олег Сидоров, да, то есть на самом деле все друг с другом сотрудничают. Я тоже очень много работала с Якутией совсем недавно, то есть моя почта не секрет, я могу ваши тексты предложить напрямую для редакции. То есть мы открыты для сотрудничества. Есть почта, я так понимаю, у проекта, да, официальная почта. Вы можете отправить текст туда, а Мила... Ну и что, это очень хорошая идея, Маша, что
да, что адрес нашей школы может быть неким проводником, да, то есть куда можно высылать будет работы общих. Да, и на самом деле очень интересно работать с авторами, и тем более, ну, вот, не только состоявшимися, да, которые уже имеют налаженную базу контактов, но и с молодыми, и открывать новые имена, тем более Якутия такой интересный, самобытный, уникальный регион, поэтому действительно это очень интересно. Но я продолжу. А так у нас еще возник вопрос здесь в аудитории, Да. пожалуйста. Меня зовут Анна Пшенникова, и я тоже являюсь драматургом якутским. Я не принимала участие вот здесь как спикер, но зато активно посещала здесь как гость заседания нашей школы драматурга. Меня очень заинтересовали сейчас ваши слова, уважаемые коллеги. И вот что я хочу сказать. Драматургия ведь она не только важна тем, что говорит о проблемах нынешних. И она важна тем, что она доносит до разных слоев, до разных аудиторий, в том числе для детских. И в частности, я пишу для детей и пишу много об экологии. Вот в связи с этим вопрос, кому я могу предложить, чтобы у нас не просто были какие-то разговоры, кому, куда предложить эти тексты? Детскую драматургию направлены как раз на вопросы сохранения природы, экологии. Ну, я так понимаю, это вопрос тоже мне. Вот. Я не знаю, насколько вы в курсе, в принципе, вообще детская литература, ну, я драматургию тоже сюда отношу в данном случае, это такое целое отдельное направление, есть, сейчас активно развиваются конкурсы, тот же Книгу.ру, да, и так далее. То есть, как бы нужно активно включаться вот в этот процесс, предлагать свои тексты на конкурсы. Ну, понимаете, с литературными журналами сложнее. Все-таки я сейчас говорю про взрослую историю, да, про взрослые журналы. Вот, я думаю, что это вот такой конкурсный путь, то есть нужно все-таки пытаться действительно выводить свои тексты, ну, на федеральный уровень с помощью конкурсов. Мне сейчас приходит на память только Книгу.ру, просто я все-таки не детский автор, не подростковый, но тоже интернет в помощи. Действительно, детская литература сейчас как бы развивается очень активно. Вот. И я думаю, что если вы найдете меня в социальной сети и напишите мне какое-то личное сообщение, я просто адресно, чтобы сейчас не занимать эфир, смогу вам помочь, просто подготовившись, и ну, какую-то подборку, возможно, вам пришлю. Да, Маша, но у нас же тоже в проекте был определенный конкурс. Конкурс продолжается на лучший вопрос автору. И как раз за лучший вопрос мы дарили журнал «Дружба народов». Да, о журнале «Дружба народов» я еще скажу. Ну, собственно говоря, давайте к нему и перейдем. Вот, если «Аврора» — это журнал, который выпускается в Петербурге, и, ну, в общем-то, я назвала его петербургским, то журнал «Дружба народов» — это журнал действительно федеральный, да, он ведет свою историю тоже с начала образования Советского Союза. Вот, ну, да, исходя из самого названия «Дружба народов», вы прекрасно понимаете, что это ваш целевой журнал в том числе. Вот, и в советское время он печатал авторов разных национальностей, и сейчас продолжает эту традицию. И вот в «Дружбе народов» тоже был специализированный якутский номер, это был декабрь 2019 года. Целиком он был посвящен, естественно, якутской литературе. Приветственное слово там писал Айсен Николаев. И, в общем-то, тоже, ну, я не буду называть сейчас поименно, там тоже был и Мигалкин, были и переводы очень интересные. У Владислава Левочкина там вышла пьеса. На этот раз современная пьеса «Своя кровь». Вот, я считаю, очень интересная пьеса. Вот, я, насколько понимаю, наверное, она пока не поставлена, да, то есть, возможно, что-то уже изменилось с тех пор, но мне кажется, действительно пьеса интересная, и было бы здорово увидеть ее на театральной сцене. В общем-то, «Дружба народов», насколько я понимаю, тоже
не исключает возможности продолжения издания специализированных якутских номеров. Вот. В этом же номере выходила и моя статья, в которой я рассказывала о своем опыте работы с якутской литературой. Дело в том, что несколько лет я вела проект в литературной газете совместно с компанией «Алроса». То есть мы публиковали якутских авторов, и статья моя была посвящена части памяти экс-директора республиканского холдинга «Сахамедиа» Кирилла Алексеева, да, который, к сожалению, очень рано и неожиданно от нас, от вас ушел. Мы с ним заочно очень дружили, он очень помогал мне в моей работе. Ну, собственно говоря, дружба народов очень хорошо представлена в библиотеках и Петербурга, и других регионов. И, насколько я знаю, когда я бываю в библиотеках, бываю я там довольно часто с выступлениями, просто иногда даже интересно взять, посмотреть, да, формуляры. Действительно, журналы читают, то есть их, да, берут в читальном зале, ну, не знаю, дают ли их домой, наверное, вряд ли. Вот. И таким образом толстые литературные журналы, я считаю, такие довольно серьезные проводники национальной литературы на федеральный рынок к общероссийскому читателю. Спасибо, Спасибо, Мария, Мария, за прекрасную исчерпывающую информацию. Мила, мы чуть попозже будет у нас второе подключение, да? Да, я думаю, ближе к концу мы уходим от вас где-то на полчаса. Спасибо. Хорошо, спасибо всем. Тут у меня возникли вопросы, связанные именно по теме нашего мастер-класса, да? Хочется все-таки сравнить роль писателя вот прошлого века, она вот огромную общественную роль играет, да? Миссия у него была такая особенная, народ прислушивался к писателям, а вот в наше время, к сожалению, как-то все это кануло. Как вы думаете, почему и как восстановить вообще общественную роль писателя? Сейчас совершенно другая, наверное, ситуация, политическая, общественная. Если раньше, вот опять же, проводить аналогию с печатными СМИ, ну, это были специальные люди, которых готовили, которых потом вычитывали, 10 человек, да, с тем, чтобы это слово печатное дошло до читателя, то сейчас любой человек может стать сам себе журналист, публиковать все, что хочет, и вот, и, исходя из своего понимания, да, ну, вот на разную публику выходить. Да? От идеи, задумки, написания до Да, публикации. сейчас получается, ну, как бы обратная вообще ситуация вот с контентом. Это контент, если раньше как бы это была все-таки привилегия какая-то, да, и только определенные слои могли этим заниматься, этим пользоваться, то сейчас, в принципе, любой человек, это, с одной стороны, к обесцениванию контента ведет, с другой стороны, как бы, ну, вот определенный успех имеет именно, ну, более такое коммерческое направление. В этом, ну, видимо, тоже вот своя какая-то, скажем, черта эпохи. И вот на самом деле я хотел поговорить еще о том, что на самом деле, как мне кажется, театр очень часто не говорит о тех актуальных вопросах, которые сейчас интересны человеку. Как правило, театр ставит, ну, вот, скажем, картины прошлого, да? допустим, или тоже на что придут. То есть есть определенные, как бы, ну, потребность у общества тоже, и в этом тоже, ну, зритель играет свою роль, но, как мне кажется, сегодня современному театру тоже нужно менять свои подходы, переформатироваться, готовиться к тому, что зритель будет уже иным. И время, как бы, вот мы сами видим, как оно стремительно меняются условия, в которых мы живем. Театр очень часто не затрагивает те темы, которые актуальны для современного человека. Те темы, с которыми мы сталкиваемся в своей современной жизни. И мне кажется, это неправильно, не совсем правильно. Ну, им, видимо, нужно иметь постоянную фокус-группу. Да, мне хотелось бы, может чтобы быть... понять, что нужно зрителю и над чем им надо работать. Ну, возможно, да, это вопросы менеджмента, но мне хотелось бы просто как, ну, творческому человеку, который когда что-то пишет, ну, что-то, скажем, предложить вот в таком формате, именно касаемо из тех проблем актуальности, которые сейчас актуальны.
и, может быть, даже где-то заглянуть как бы, ну, в завтрашний день, потому что, ну, театр этого не делает совсем. Можно заглянуть в Да, завтрашний театр день. этого не делает совсем. Если, допустим, ну, взять, скажем, кино, да, там, или телевидение, Да. то мы Там там больше часто возможностей, да, заглядываем конечно, да. в завтрашний день, и, как правило, это делаем. А театр все-таки у нас как бы в основном питается из прошлых эпох, да, ну, скажем, есть классика, которая действительно всегда будет ценна, но нужно понимать, что ей должно быть место для современного театра. Чтобы зритель... Ну вот в данный момент, допустим, как вы думаете, какие темы более интересные, допустим, в наше время вы успели затронуть? Может быть, что да, еще может впереди? быть, я как человек, который находится в гуще вот этих изменений, да, они, может быть, для меня более, скажем, обостренные и более болезненно на них реагирую. Они, мне кажется, более такими, как бы, ну, страшными. Я вижу, как они, вот, скажем, подходят к нам, да. Ну, проблемы цифровизации, проблемы, допустим, ну, проектное управление, да, вот то, что сейчас вот как бы активно применяется. Мне кажется, нужно на эти темы говорить. Я стараюсь тоже затронуть эти проблемы, почему вот меня как бы назвали экспериментатором, да, видимо, ну, вот с этим связано, потому что, ну, мне кажется, есть такие темы, которые мы пока еще не обсуждаем в театральном дискурсе, хотя это тоже необходимо. И читаешь, допустим, пьесы победителей, там по разным конкурсам, я тоже этого не вижу. Ну, просто у людей, у каждого человека свой опыт, и я вот тоже, общаясь с гостями, понял, что, ну, не надо идти против своей натуры, да, один пишет, видит одно, а другой пишет о другом и видит другое. И это, наверное, правильно, каждый должен про свой опыт писать, и я думаю, что... Мир тем и интересен, если все тем и разные, интересен, да, да. и берут разные направления, разные жанры, но, значит, я понимаю, что вы как бы видите, ну, выполняете свою миссию, скажем так, да, чтобы быть проводником чего-то нового. Ну да, я, более может быть, как бы прогрессивного. не скажу, что миссию, да, но просто у меня есть какая-то такая, может быть, не сформулированная до конца потребность, видимо, вот этим заниматься. И я, ну, как бы очень рад, что вообще очутился в центре этого проекта, поскольку мне не хватает такого общения, живого общения, творческого общения. Я думаю, многие вообще сейчас, вот, особенно в эту эпоху, испытывают дефицит коммуникации, общения живого. То, что было, допустим, ну вот в журналистском коллективе, я тоже всегда вспоминаю тепло, когда ты общаешься со своими старшими коллегами, можешь практически любую тему обсуждать. Вот мы сейчас, к сожалению, на дистанционке этого не можем делать. Мне кажется, вообще вот мир туда идет, к тому, что мы будем изолироваться. Мы будем изолироваться, да, и мы будем, нужно понимать, что делать. И потом еще одна тема тоже, которую вот я стараюсь всегда все-таки затрагивать, все-таки какие-то индивидуальные личные проблемы людей, потому что, мне кажется, мы тоже это мало обсуждаем, и у людей тоже накапливается какая-то недовысказанность. Вообще в северном характере есть такое, скажем так, Держать все в себе. держать все себе, а ведь это мешает жить. Это мешает жить, да. и мир меняется, Да. и на самом деле это все выливается в тот кризис, ну, почитать вот, допустим, новостные хроники, просто волосы дыбом встают, да, что у нас происходит в нашей республике, хотя бы, да, в стране что происходит, вот недавно вот эта ситуация в Казани, допустим, это же не случайно все это Мы происходит. должны научиться говорить друг другу, рассказывать, раскрываться и помогать Раскрываться. друг другу. Где-то я и свои какие-то проблемы тоже, наверное, решаю, потому что, ну, все равно отражаешь, видимо, то, что у тебя наболело, да, то, что тебя касается. И вот последняя пьеса, мне вообще сказали, что это я использую там все запрещенные приемы. Ну, то, что я написал, еще нигде не публиковал, не знаю, буду показывать кому-то или нет. У меня тоже вот иногда какой-то диссонанс возникает вообще с раздвоением личности, да. Человек, который подписывает документы финансовые, да, и какие-то распоряжения, которые должен давать, ну, орган, проводящий государственную культурную политику, да, и с другой стороны, ну, есть какое-то раздвоение. Когда я был журналистом, было проще на самом деле, потому что
у каждого журналиста есть куча псевдонимов, и у меня у самого там, ну, как минимум 5 псевдонимов, которые я активно использовал, просто потому что как бы на одной полосе не должно быть 2 заметки с одинаковыми подписями. Ну, это элементарно, это как бы правила журналистики, есть такие вот негласные правила, и, естественно, пишешь псевдоним туда. Ну и где-то в каких-то случаях из цели безопасности, да, просто ну, своей личной безопасности тоже этим пользуешься. Поэтому здесь у меня тоже вот часто возникал такой вопрос, должен ли я писать под своим именем или не под своим именем. Тоже я думаю, что у многих творческих тоже решение, видимо, придет. Но, может быть, где-то я начну писать под псевдоним, потому что в последнее время вот у меня идет какой-то такой вот крен, скажем, в ту сторону, которая, ну, как бы не ассоциируется с моей основной деятельностью. Ну, вот сколько ваших пьес поставлено на сцене? Одна пьеса поставлена, одна и была читка, ну вот и одну готовят тоже к постановке. Вот всего сейчас, мне где-то... Сейчас у нас на связи режиссер театра юного зрителя Александр Тегеров. Как раз вот в этом театре вы ставили одну из пьес. И хотелось бы, конечно, послушать. Александр, вы были помощником режиссера, да, на постановке спектакля? Нет, меня слышно, да? Да, слышим вас. Слышим. Добрый день, я не был режиссером, это главный режиссер сегодня еще раз добрый вечер. От коллектива театра юного зрителя Республики Саха-Якутия я от своего имени разрешите поздравить Владислава Валерьевича с этим замечательным днем. Спасибо. И всех, кто создал вот медиапроект «Школа драматурга в Арктике». Вот у нас в 2016 году, в ноябре месяце, в нашем театре был поставлен спектакль «Пути сегодня» по пьесе Владислава Валерьевича. Спектакль был посвящен 220-летию дня рождения и канонизации православного архиепископа Иннокентия Вениаминова. Спектакль рассказывает об удивительной личности святителя Иннокентия, православного архиепископа Камчатского, Курильского, Леутского, могучего сподвижника Сибири и Аляски. Вот он много успел в научных исследованиях общественной деятельности. Причиной всех этих неутомимых трудов являлась искренняя любовь к Богу и к людям, которые побеждают все. Режиссер спектакля была заслуженная артистка Республики Саха-Якутия, наш режиссер Валентина Афанасьевна Якимец, а главным художником был наш главный художник, отличник культуры Республики Саха-Якутия Прасковья Павлова. Прасковья, Дмитрий сейчас у вас в студии сидит. Александр, мне интересно знать, спектакль... да? Можно, да, задать вопрос? Но вы же видели, как на сцене готовится спектакль, да? Вы же видели репетиции, да, как идет подготовка. Вот чем этот спектакль отличался от других спектаклей, которые ставятся на вашей сцене? Ну, у нас основной детский театр, да, поэтому у нас в основном ставятся детские спектакли, юношеские, подростковые спектакли. А вот этот спектакль очень был таким, каким-то вот... Валентина Афанасьевна взяла и сказала, что я буду ставить этот спектакль, да. Он как-то вот главный режиссер посмотрел, что вот этот спектакль, это была очень удивительная работа, такая очень удивительная, очень такая вот, как очень интересная работа была. И помогали даже вот из церкви, приходили служащие церкви и помогали нам ставить этот спектакль. То есть работа шла легко, да? Работа шла легко. Ну, не бывает такого. Ну, надо это спросить у Прасковьи Дмитриевны еще, она как художник, она расскажет, наверное. Но спектакль очень хорошо прошло. И даже вот первый показ мой приемки, да, спектакль увидели вот это работники церкви и ученики приходской школы, все это они были. То есть
есть зритель принял спектакль, да? Да, очень, очень принял спектакль. И очень, вот сейчас тоже вот, конечно, вот, к сожалению, сыгравший главной роли заслуженный артист Республики Саха-Якутия Семен Амосов не с нами, конечно. И поэтому как-то вот пока спектакль чуть-чуть остановился, но вот сейчас Валентина Афанасьевна эту взяла в руки и начинает тоже вот этот спектакль уже показать на сцене нашего театра. Ну, вообще спектакль можете куда-нибудь вывести, гастролировать, допустим? Конечно, можем, да. Ну, конечно, можем мы. Если вот куда-нибудь пригласять, мы сразу же поедем. Может быть, уже у вас есть какие-то планы дальше работать с автором? Конечно, мы, Владислав Валерьевич, он наш друг нашего театра. Мы постоянно, он дает нам советы. Все наши спектакли ходят, меры. И думаем, тоже мы сработаемся, наверное, еще много спектаклей будем ставить, наверное, вашу пьесу, Владислав Валерьевич. Да, я очень благодарен театру юного зрителя. Это у меня первый вот был опыт, когда в меня поверили как в драматурга. И он, конечно, тоже был для меня очень ценным, таким интересным, важным. И на самом деле ко мне Василий Егорович пришел вот с этой темой, он сказал, ты должен написать. Он сказал, у тебя хорошо получаются диалоги, ты должен написать пьесу. Оказывается, он не только мне так говорил, потом выяснилось, да. Но я поверил, я написал пьесу, и театр юного зрителя вот ее принял в работу. Действительно, очень, скажем, такая необычная была тема для театра юного зрителя, но мне очень понравилось и художественное решение, и постановка сама, как артисты играли, и это вообще удивительно. Конечно, там текст очень сложный, он такой немножко, как бы, ну, получается, прошлой эпохи, да, текст. И вот каким образом, я не знаю, люди это все запоминают, я просто не представляю. Да. То есть там они показали разные народы, как плывет святитель Иннокентий, как он приобщает одни народы, другие народы. Что вы принимали активное участие в постановке? Я приходил на показы, на приемку. Да, потом это был один из тех спектаклей, который посмотрел Андрей Савич, одним из первых. Да. Да, потом приходило все наше министерство, наши руководители отделов, заместители министра. Наверное, потом они говорили свое мнение, приходил владыка, приходили, да, вот с епархии тоже они свои высказывали, свои предложения. И, ну, вот был такой, ну, как бы, на самом деле, очень ценный опыт. Тоже была благодарность от епархии за то, что мы осуществили этот проект, и они поблагодарили театр, и мне тоже отдельная была благодарность. Я думаю, что такой интересный проект, действительно очень жаль, что Семен Амосов сейчас вот не с нами, поскольку большая очень нагрузка на нем была, и он действительно очень достойно вообще вот эту вот роль воплотил. Действительно, вот на самом деле немного таких людей, которые могли бы с такой нагрузкой справиться, столько, ну, это и текст, и моральная нагрузка, да, и, конечно, большая ему тоже от меня такая благодарность человеческая за то, что он смог вот выполнить такую вот миссию, и, да, сыграл он замечательно. Александр, у нас есть на записи. связи. Что бы вы хотели пожелать? Да. Владиславу Валерьевичу, Владиславу Валерьевичу пожелать здоровья, самое главное. И вот самый, вот Владислав Валерьевич сказал же, вот он сказку рассказывал, да? И напиши нам сказку. Хорошо. Обязательно напишу. Обязательно напишу. Я вот еще тоже не сказал, я когда писал, я не думал, что у театра юного зрителя будет ставить. И поэтому потом мне пришлось немножко переделать, ну как бы облегчить немножко, чтобы для детей это было, для молодежи более легкое восприятие. И попросили меня дописать финальный такой монолог главного героя. И я тоже это выполнил. В принципе, как бы, ну, больших таких исправлений не было. Я думаю, что, ну, это тоже обязательно такая, да,
фактически все То есть осталось, вам только они, повезло. да, они отрезали По ненужное. сравнению с другими нашими драматургами, которым Да. приходится выслушивать, да. Отрезали режиссера. ненужное, и на самом деле очень так компактно получилось, как раз таки для то, что вот дети могут воспринять легко. Александр, спасибо И вам для, большое и за для- и- участие. и для подростков тоже. Ну вот Анна, Анна Пшенникова у нас вот есть, да, для детей пишет, так что вы можете с ней сотрудничать. Да. Спасибо большое за участие, Александр. Мы продолжаем спасибо вам. дальше наш мастер-класс. Мы сейчас поговорили и о тематике, которая вот вас беспокоит, да. А сейчас бы хотелось, знаете, какое-то вот общее представление, чтобы у людей возникло. У нас было уже много мастер-классов, да, с разными писателями, как сказала литературовед и культуролог Валентина Александровна Чусовская, один из экспертов театральных, что очень отрадно, что все писатели разные, все драматурги разные, и каждый занимается, у каждого свой путь, да. И вот если сделать какой-то вот общий такой обзор, да, что характеризует вообще драматургов Якутии, какие амбиции у них, что отличительные, какие отличительные качества? Ну, они, вот как мне показалось, все гости, которые у нас были, да, они воспринимают свое дело, чем они занимаются, как миссию, действительно, как миссию, они должны это выполнить. Здесь в этом отношении тоже, ну, всегда возникает такой диссонанс, конечно. С одной стороны, драматургия, литература – это то, что нужно посвящать этому жизнь, и в этом отношении нужно, наверное, чем-то жертвовать, да? Чем-то другим. Многим приходится чем-то жертвовать. И, к сожалению, ну, сегодня ситуация такая, возможно, ну, вот есть различные формы поддержки, конечно, ну, как бы часто на самом деле, ну, я воспринимаюсь просто как бы как чиновник, да, который может помочь, решить, организовать и так далее, да. И я понимаю, что творческие люди часто ко мне с этим обращаются, потому что, ну, я понимаю, что многим творческим людям просто трудно понять, вот как, То есть только какое писательством решение. заниматься в наше время невозможно. Есть Нужно иметь различные свою формы основную поддержки, цель, я да. надеюсь, что они в дальнейшем обязательно будут реализованы, потому что, ну, появляются разные новые тоже формы поддержки. Допустим, в европейских странах очень развита грантовая система для писателей, для молодых начинающих писателей, когда люди получают грант просто для того, чтобы творить. То есть они ну, вот, Ну, у нас же возможно участвуют это. в конкурсе, получают грант, работают на те средства, которые вот выделяются, и дальше подают опять тоже на конкурс. Понятно, что есть определенный конкурс, только самые лучшие получают такую поддержку, но она нужна, чтобы человек просто как бы не отвлекался, чтобы у него не было других обязанностей. Извините, у него работодатель одно требует, да, а ему нужно совершенно другое делать. И ну, заниматься этим нужно хорошо, оттачивать свой профессионализм, нужно как бы посвящать этому все время. Ну и в этом отношении тоже у меня часто вот в отношении себя возникает тоже вопрос, не графоман ли я, да, потому что, ну вот когда... Каждый пишущий, наверное, задает себе этот вопрос. Я думаю. Каждый, кто работал в газете, допустим, да, он понимает, что вот в любой газете есть определенный круг людей, которые хотят, чтобы их напечатали, которые считают, что они написали очень ценное, очень нужное, и когда ты ну просто все свое рабочее время убиваешь, чтобы привести это в порядок, потом люди недовольны, что ты тут отрезал, тут исказил, не так мысль как бы правильно передал, но ну вот часто себе задаешь вопрос, и вот в этой песне тоже хороший драматург, мертвый драматург тоже задают этот вопрос, чем отличить вот графоманство от творчества, от таланта, да, творческого таланта. Наверное, тоже вот, как и говорили другие гости, это признание, наверное, признание коллег, признание профессионалов. Ну, это очень важно. Это, да, это очень важно. И, наверное, ну вот как я для себя тоже, наверное, где-то вот как-то определяю, какое-то сомнение. Бездарность, как правило, у нее нет сомнений. Да. Вот я тоже выступаю как гость, как эксперт по разным площадкам. Меня спрашивал недавно один мальчик, который тоже вот пишет и пытается, и вот он сомневается. Он говорит, я сомневаюсь, может быть, я плохо делаю, может быть, не так, и может быть, вообще мне этим не заниматься.
И я ему тогда не успел сказать, а потом я подумал, надо было ему сказать, что если у тебя есть сомнения, то это признак того, что, скорее всего, у тебя есть талант. Потому что это свойство таланта сомневаться в себе. И постоянно работать над своим профессионализмом, оттачивать его. Графоманы, они не понимают, да, что как бы... Вот человек всегда постоянно, тем более творческий, перед выбором находится. Как бы у нас на протяжении всего разговора появляется этот вопрос выбора. Одно дело, когда ты сделал первый шаг, написал, да? Другое дело, когда тебя опубликовали. А как продержаться на этом поприще? Это ведь очень сложно. Держаться. Это вот тоже Андрей Геласим уже говорил, да, это должна быть ежедневная работа. И, ну, у меня, видимо, это от журналистики осталось. Я все равно должен что-то писать. Все равно должен что-то писать. Я прихожу с работы, я умираю, да. Я до 11 часов сижу, отписываю документы, потом немножко сделаю зарядку, да, но потом все равно я хочу писать. И, ну, мне кажется, это у меня осталось от журналистики. В журналистике, когда я работал, всегда у журналистов, особенно те, которые еженедельник сдают, есть один день, когда ты не спишь просто, не ложишься спать, да? Ну, я думаю, это всем знакомо, как вот поезд ушел, да, и у тебя все, что ты не успел, да, оно все осталось с тобой. И здесь вот тоже так же, у меня какая-то привычка вот осталась, что я, ну вот сейчас я уже с ней немножко прощаюсь, с этой привычкой. Ну, вот день в неделю я не могу уснуть. Не могу уснуть, и нужно что-то написать. Потому что нужно, чтобы все улеглись, в конце концов, да, легли спать, сделали свои дела, никто не трогал, и тогда появляются какие-то мысли в тишине. Да. Ну вот мы в рамках нашей школы драматургов Арктики проводили конкурс для читателей. Вот, они отправляли нам свои вопросы. Я сейчас предлагаю обратиться к этим вопросам. Конкурс наш назывался «Узнай об Арктике больше, задай вопрос автору». И вот к нам поступили именно для вас вопросы. Первый от Марии Егоровны Семеновой из Мирбы, нашей постоянной читательницы и зрительницы. Что бы вы предложили поставить из своих произведений и произведений современных драматургов на сцене Нюрнбергского театра? Ну, Нюрнбергский театр, экспериментальный театр, да? Ну, в принципе, у меня есть экспериментальные вещи, можем обсудить, да. Не знаю, я их пока нигде не складирую, как-то, может быть, нужно собирать где-то, да, пока что-то где-то там опубликовали, что-то, вот сейчас готовится сборник, да, сейчас, кстати, готовится сборник молодых авторов, те, кто участвовали в лаборатории драматургии, я думаю, будет очень востребованный сборник, там будет 7 или 8 пьес современных, и мы думаем, что это будет востребовано народными театрами и нашим профессиональным коллективом, и я думаю, в любом случае будет интересно посмотреть, там будет достаточно широкий спектр. Новость, да. Значит, вопрос от Сергея Мельникова, студента 4-го курса АГИТИ. Он звучит так: с тех пор, как вы заняли высокую должность, сохранили ли вы внутри себя добрую наивность Алисы Савчин из пьесы, да? Или на волне бюрократии вашей профессии Борис Кувшинов занял доминирующее положение? Ну, да, действительно, вот как артисты исполнили, мне кажется, что Алиса, может быть, не совсем получилась, может быть, она более такая абстрактная, более отстраненная, такая неземная, такая очень-очень театральная, да. Хотелось показать людей, действительно, которые очень творческие, которые на самом деле беззащитны перед жизнью. Ну, как правило, творческие люди, они незащищенные, скажем, такие беззащитные, иногда как дети. И вот хотелось показать именно, ну, вот таких людей, что бывает, когда они встречаются вместе. Ну, без них мир не интересен был бы, действительно, без творцов. Творческие люди, да, они все немножко как вампиры энергетические, но в то же время... Сергей, вас чего больше осталось, от Алисы или от Кувшинова? Ну, это со стороны, наверное, можно судить.
может быть, где-то среди чиновников я тоже выделяюсь, как не совсем типичный чиновник, да? Как сказал наш один из героев нашего Хотя на самом мастер-класса, деле среди чиновников тоже человек очень много людей хороших на самом деле, и людей, знаете, вот, кстати, вот мой любимый девиз я вспомнил. Какой? Ну-ка, вот я говорила, Мой любимый девиз, знаете, само собой ничего не происходит. Вот многие люди думают, что само собой на самом деле, увы, само собой ничего не происходит. За каждым шагом, за каждым действием, за всем, что мы видим, стоят много-много людей, которые делают свою незаметную работу, да, и даже, ну вот, над нашим проектом сколько людей, да, на самом деле было задействовано за кадром, хотя в кадре сидят 2 человека, да, как бы, вот, как будто они все это организовали, ко мне тоже подходят с вопросами, почему вот мне тоже хотелось принять участие, допустим, или же ну вот, каким образом вы это организовали, я не могу все это организовать, это как бы на самом деле большой коллектив, и я здесь просто как приглашенный на самом деле гость. Если проект будет интересен, он будет иметь продолжение, я думаю, да? Здесь вот есть немножко такой негативный образ у современных чиновников, я думаю, совершенно незаслуженно. Конечно, бывают и не очень хорошие люди, такое тоже можно признать, да, и все мы тоже узнаем, но в наше время на самом деле все это очень быстро становится достоянием общественности. Хочется видеть в людях больше положительного. Хочется Всё-таки. видеть, да, больше положительного. И на самом деле государственная служба — это неблагодарная работа. Я пока о чиновниках не писал, но, может быть, когда-нибудь я тоже отдельно напишу. Наверное. Значит, следующий вопрос звучит так. Почему вы выбрали тему взаимоотношения свекрови с невесткой в произведении «Своя кровь»? Это одна из больных тем нашего общества. Действительно, я думаю, что это актуальная тема, наверное, в каждой семье, да? Свекровь, невестка. Каждая семья счастлива и несчастлива по-своему. Да, и везде есть какие-то нюансы. Здесь где-то я, конечно, ну, из своей жизни тоже, ну, в большей мере даже не моей супруги и моей мамы взаимоотношения, да, а, допустим, ну, моей тетки, там еще кого-то. А на самом деле эта ситуация, она реальная ситуация. Я жил у этой бабки, снимал у нее комнату, и ну, я был тогда еще только как бы, ну, вот студентом. И вот эту ситуацию я всю как бы изнутри от нее узнал, да. С невесткой я не был знаком, она получается, ну я ее только буквально 2 или 3 раза видел, и я просто смодулировал вот их беседу, как мне казалось, мог бы происходить их диалог. Хотя ситуация это и полностью вот из той истории, которая была в моей жизни, вот буквально все то же самое происходило, тоже были 2 сына близнеца, тоже погибший муж, ну вот это вся история. Жизненная история, да? Следующий вопрос звучит так. У вас в роду есть писатели? Писателей, ну вот нет, наверное. Ну вот, скажем, таких вот больших, крупных, известных личностей. Творческие люди, ну вот именно из творческой среды нет, наверное. Нет, наверное. То есть вы исключение в семье? Да. Из правил? Да, фактически, да, получается так. Как вы думаете, от чего зависит расцвет драматургии и прозы, спрашиваю? Расцвет драматургии сейчас? Да, да. От именно чего сейчас? Зависит? Да, да, да. Или от чего зависит? От чего зависит? От чего зависит? Да. Развитие, скорее всего, сейчас. Сейчас. Ну, видимо, какая-то среда сформировалась. И ну, вот наши гости, которые к нам всегда приезжают в республике, они отмечают нашу пассионарность. Ну, это есть, надо признать, что это есть. Мы далеко и нас мало. Нас далеко, мы далеко, нас мало, и у нас есть о чем поговорить долгими зимними вечерами, да. Очень много интересных проектов реализуется вот на базе музейного комплекса «Россия. Моя история». Здесь тоже собираются вот активности, клубы, читательские клубы. Вот на самом деле у нас... Все зависит от личности, от людей, которые этим занимаются. Ну и, видимо, сама обстановка, вот тоже пандемия повлияла. У нас небывалый рост чтения по республике. У нас в 4 раза увеличились показатели по чтению по библиотекам.
Ну, видимо, вот появилось время. Я тоже по себе сужу, у меня тоже появилось время. Где-то что-то я заглянул, что-то пролистал, вспомнил и что-то новое тоже для себя открыл в прошлом году. Сейчас в этом году уже времени все меньше и меньше. Следующий вопрос. Легко ли вам дается создание произведений? Ну, они у меня часто не появляются, где-то, ну, может быть, раз в год, может быть, ну, где-то так, вот с такой периодичностью. Я не скажу, что прямо как бы То есть трудно вы накапливается. не заставляете себя, просто когда приходит... Накапливаются мысли, муза не то, что приходит, мысли накапливаются, и потом они складываются в образы. Иногда это очень быстро происходит, иногда как бы То медленно. есть это очень индивидуально, от темы именно. Да, и у меня есть некоторые темы, которые я хотел бы, видимо, ну, в большой форме выразить, но когда я это смогу сделать, я не знаю. Но мысли накапливаются, и есть как бы, ну, определенные истории, которые мне хотелось бы вот в большой форме высказать. Спрашивают, как вы оцениваете сегодняшнюю якутскую драматургию? Ну, говорят, что драматургии нет, на самом деле процесс есть, пошел, и вот мы живые свидетели того, что все очень активно развивается. Есть новые авторы, которые пробуют себя только в этом. Мне кажется, ну, есть большой стимул для развития. Конечно, вот для меня тоже, ну, определенным открытием стала вообще беседа с Семеном Ермолаевым. Я не знал, что вы супруги, вот в ходе проекта узнал. Мы на самом деле, да. Потому что, ну, мы не Как-то я связываем одно с другим творчество и семейная жизнь, это совершенно разные карманы. Я очень рад, что с ним пообщался, потому что мы с ним до этого не пересекались. А его работы, на самом деле, ну, я как бы часто ходил в театр, да, его работы, они всегда оставляли какое-то, ну, вот ощущение того, что нужно подумать, поразмыслить, да, это неприходящее, и вот где-то заметно тоже влияние Семена, я думаю, и вот литературовед тоже отмечает, что у меня где-то есть вот какие-то вот схожести в сюжетах и в ситуациях. Ну вот вы знаете, что мы сегодня должны подвести итоги нашего конкурса. Вот. Может быть, у зрительного зала есть еще дополнительные вопросы, или, может быть, у нашей публики в Санкт-Петербурге. Мила Кудряшова, вы на связи, да? Вы нас слышите? Вы нас слышите? Да, вы мы нас вас слышим. Может быть, в вашей аудитории возникли вопросы для Владислава, нашего автора, драматурга, экспериментатора? Я думаю, что мы подключимся, расскажем сами, представим новых гостей и отдадим микрофон нашей аудитории, когда вы нам позволите. Хорошо. Ждем. Хорошо, тогда я представляю наших гостей. Как я обещала, у нас сюрприз, потому что в нашей студии сегодня режиссер всех постановок, которые были на Красине, это Ксения Никитина, которая на себе творчески проанализировала, что такое якутский текст. Здравствуйте, я приветствую вас из Петербурга, Якутию. Да, мне тоже очень приятно. Если говорить про читки, которые были в рамках данной школы, то я хотела бы отметить, что меня впечатлило влияние стихий в якутских произведениях и драматургии. То есть, если в нашей, ну, там, в центральной части России сейчас больше отошло влияние природы, стихии, влияние на человека, которое формирует его, то в якутских текстах это очень сильно, и поэтому характеры, они более волевые и закаленные. Это действительно интересно с такими текстами поработать. Что же говоря о если хороший драматург, мертвый драматург, то это, конечно, комедия положений, и которая очень сильно выделяется на фоне других текстов, потому что в ней больше классическая традиция, скажем так, развивается. И было интересно поработать с характерами, комедийными характерами. И, конечно,
печально слышать, что хороший драматург мертвый, потому что, собственно говоря, мы довольно-таки живые все, и хотелось бы тоже быть, ну так, более-менее ничего. Вот. Наверное, извините, перебиваю, что ли, но сразу задам вопрос, раз уж я начала говорить. Во время съемок и записей литературных читок наверняка, тем более на ледоколе «Красин», были какие-то очень необычные нюансы, моменты, смешное, трогательное или еще что-то? Я должна сказать, что да, действительно было много смешных моментов, которые вы не увидите в читках, потому что они остались на монтаже за кадром. Довольно интересно находиться в рубке и, стоя у штурвала, говорить: ну, вы там печатаете на печатной машинке, да? Конечно, да, я как рулевой печатаю на печатной машинке здесь сейчас. Но это нюансы такие. Зато, если говорить о текстах, которые говорили о силе моря, например, о льдах, то как раз в тот момент за окном было питерское снежное утро. И это было в точку. Да, аутентично такое. Было такое ощущение, что мы на этом ледоколе сейчас махнем прямо к вам. Да, по Северному морскому пути к нам, да. Ну, ледокол стоял, поэтому мы к вам по интернету. Да. Ну, вот как вы думаете, что в текстах наших драматургов вы ощущали атмосферу, вы чувствовали, что вы находитесь где-то на краю света, может быть? Были такие ассоциации? Да, как раз именно об этих ассоциациях я и сказала в начале, что сила стихии, льдов, там был такой текст, назывался он «Ледоход». То есть и действительно ощущение было такое, что пространство давлеет над человеком. Поэтому, и это не только в этом тексте, в принципе, достаточно, я могу сказать, что практически во всех текстах было ощущение, что человек все время превозмогает что-то на краю света. Преодолевает да. что-то в жизни, да? Ксения, большое спасибо за постановки, действительно очень такое удачное воплощение, и все наши гости тоже отмечали во время эфиров. Для многих это стал вообще единственный шанс увидеть воплощение своих произведений. И в этом отношении, вот, Ксения, может быть, вас какие-то работы заинтересовали, может быть, вы хотели бы в дальнейшем что-то углубить, может быть, воплотить что-то? А вы знаете, может быть. Все возможно. Но наш проект еще не закончился, а вы уже о дальнейших планах. Сейчас мы говорим все-таки о вашем тексте «Хороший драматург, мертвый драматург». И в этой связи здесь не только я нахожусь. Да, Разрешите мне представить актрису Алису Савченко в исполнении Анастасии Чеха. Вот, да, это ваш драматург. Да, здравствуйте, драматург, очень приятно вас видеть. И я сразу начну с вопросов. А когда будет продолжение? Когда будет следующая серия, если можно так сказать? Потому что эту серию, например, можно снять, показать в театре или как мини-фильм пустить. Вот. Но для этого нужна вторая серия, третья, четвертая, пятая. Где продолжение? Продолжение есть, это оконченная пьеса, но, как правило, знаете, любой материал нуждается в доработке, и любому автору нужно, наверное, обсуждать, я тоже это понял, тем более это то, что касается постановок. Всегда желательно, конечно, творить вместе, чтобы было логичное понимание того, как дальше, какая перспектива развития текста. На самом деле вариант есть уже, первоначальный. Любой может с ним ознакомиться, я могу отправить. Конечно, в сети он пока не вывешен и пока нигде не публиковался. Я желаю, чтобы эта работа нашла своего зрителя, и дальнейшие люди все ознакомились с ней. У меня к вам вопрос, Анастасия. Анастасия? Ага.
Вопрос Да. такой. Вы впервые читали, конечно, тексты якутских драматургов. Вот что вас удивило, что поразило? Хотелось бы На знать. самом деле меня все удивило, все поразило, потому что когда я нахожусь в среде питерских драматургов, я буквально купаюсь в их текстах, и настолько противоположные тексты якутских драматургов, поэтому для меня все было ново, все интересно. Мы много обсуждали, дискутировали, над чем-то поражались, смеялись, удивлялись. Поэтому спасибо вам за наши новые эмоции, новые впечатления. Спасибо вам. Конечно, обычно, ну вот после читок бывает обсуждение, нам, наверное, где-то, может быть, не хватило вот такого формата, да, может быть, на будущее мило подумаем, да, с тем, чтобы прочитать, а потом еще и обсудить. Это, я думаю, было бы интересно с участниками постановок, потому что, ну, действительно, чувствуешь, что профессиональные такие артисты исполняли и действительно, ну, с таким интересом, с вниманием погрузились в наши тексты. Спасибо. Ну, вы услышали, что актриса требует продолжения, которое бы у нее Я было услышал. главное. Все, что надо, я услышал. Да, отлично. Ну и я передаю слово нашему драматургу Евгении Алексеевой, которая была и консультантом по написанию прошлой пьесы Владислава, ну и очень внимательно прочитала эту пьесу с критическими замечаниями. Добрый день, дорогие коллеги. Я хотела сказать, что... Так, слышно? Да, да. Да, слышно. Спасибо. Я хотела сказать, что вот вслед за Ксенией, что вот именно в этой пьесе «Хороший драматург, мертвый драматург» Владислав Левочкин проявил себя как продолжатель такой классической традиции, да, даже классической советской традиции, вот этой вот классической парадигмы драматургии. В отличие от первого текста, который я читала, «Своя кровь», который мне лично был гораздо ближе своей метафизикой, сложностью планов, наверное. Вот. А в этом тексте мне было интересно вот эта вот аллюзия, конечно же, к Пиранделло, к пьесам абсурда. Абсурд упоминался в первых диалогах в начале. И мне кажется, можно было бы, наверное, возможно, усилить вот этот абсурд вот этими репликами. А ситуация, когда актриса предъявляет требования, предъявляет претензии драматургу или режиссеру, мне знакома. Потому что мне коллега-драматург рассказывала про свой конфликт, очень похожий с актрисой. Вот, это было достаточно смешно. И здесь этот конфликт был замечательным образом проявлен и показан нам. Да? Интересно, как каждая сцена была решена. Даже захотелось... представилось это в каком-то пластическом варианте в том числе, как будто бы они танцуют разные танцы. Да? То есть изменилась тема разговора их, и как будто музыка другая. Ну вот я вот так это услышала. Вот, так что очень интересный, конечно же, текст, о нем можно говорить, но вот Пиранделло мне не близок, даже Пиранделло, да, и «Своя кровь» мне кажется гораздо более глубоким текстом. Но это чисто мое мнение. В любом случае читать было очень интересно, и текст, конечно, актуален. Вот. И также мы с коллегами обсудили, что, конечно, в контексте вот современных тенденций, новой искренности, да, метамодерна, этот текст звучит тоже вот интересно и актуально. Вот одновременно можно это заметить. Мила сказала, что видит этот текст как монодраму, что героиня на самом деле существует в голове драматурга. Мне кажется, это тоже интересная идея. Вот, но я, к сожалению, так этого не прочитала, хотя мнение это, правда, интересное, что если этот текст увидеть как монодраму вот человека, который проходит, видимо, кризис среднего возраста. Вот, так что такое видение тоже возможно. А еще мне кажется, что мертвый драматург — это такая
это может быть и метафора, да, что это вот удобный драматург, потому что надо быть действительно драматургом с очень большим именем, чтобы с тобой считались. А так большинство из нас является, конечно же, мертвыми драматургами, потому что с нашими текстами можно делать все, что угодно. Вот. И мы все это знаем. Так что в каком-то смысле мы все удобные и немножко мертвые драматурги. Вот. На этой позитивной ноте я, наверное, закончу. Спасибо, Евгения. Да. Обычно, ну вот как раз таки по своей крови, но более такой жесткая у вас была позиция, и спасибо за то, что вы тоже вот мне смогли ее дальше продвинуть, потому что действительно иногда бывают какие-то задумки, но ты их не можешь докрутить до конца, довинтить до конца, чтобы какая-то была пружина, чтобы она вот действительно как сработала на зрителя. И вот такое обсуждение, оно очень помогает, вот мне, по крайней мере, очень помогло по своей крови вот наши беседы, наша переписка, потому что оно позволило мне вот дальше как бы более точно сформулировать то, что вот как бы, ну, ты хочешь донести до зрителя. И ну вот как раз тоже буквально на днях вот пришла новость, что планируют ее к постановке сейчас, эту пьесу, поэтому, может быть, я еще дальше буду ее дорабатывать. Видите, какую огромную пользу все-таки оказывает вот это общение, даже на расстоянии. И проект «Школа драматургов Арктики», мне кажется, как раз доказывает, что общение нужно продолжать, всегда нужно, ну как сообщающиеся сосуды, да, получать энергию, отдавать энергию. Ну, я могу сказать, что вот этот проект, который мы сделали, это экспериментальный, мы подключали много регионов, смотрели на реакцию, и особенно меня поразил наш недавний эфир с молодыми драматургами, когда мы понимаем, что необходимо общение, необходима коммуникация для определенной тенденции молодой драматургии. И поэтому мы не теряем идеи, мы не теряем мысли о том, что мы смогли бы провести школу драматургов Арктики офлайн, и Ксения и Евгения смогли бы преподавать якутским студентам в Якутске, то есть пройдет пандемия, и, собственно говоря, и тогда наши петербургские актеры могли бы поставить пьесы, которые родились также во время занятий. Вот эту идею мы будем дальше развивать, предлагать. И я думаю, что тогда вот эта искра совместного диалога даст очень много разных работ, которые будут достойны и публикации, и постановки, и, может, продолжится фейерверк новых идей. Вот, это наша идея, и я бы хотела сейчас передать микрофон нашему залу. Да, если есть вопросы, мы ждем, пожалуйста, у нас пока есть время пообщаться. Да, и я передаю микрофончик, кстати, нашей победительнице. Она в прошлый раз не получила свою книжку, убежала пораньше. Она выиграла книгу Геласимова на якутском языке. Представьте, пожалуйста. Так, меня видно. Видно вас и видно. Отсюда? Да. Отсюда будет видно. Здравствуйте. Добрый день. Агнисова Анна, первый курс, Институт народов Севера. Я писатель и редактор, и меня вот больше, наверное, писательские вопросы интересуют, может, не по теме, и немного такой неприличный вопрос писателю задавать, как мне кажется. Некоторые писатели избегают ответа на этот вопрос. Но вот мне интересно про писательский процесс больше узнать. Вот, как у вас лично получается по поводу, например, там, страниц в час, вот количество, допустим, нужно ли отвлекаться во время письма, то есть можно ли, например, читать какую-то литературу именно во время того, как вы пишете, или, может быть, лучше полностью своей идее отдаваться и прям написать текст, а только потом посмотреть, возможно, какие-то факты, если нужно. Как лучше вот действовать, например? Просто у меня, например, такой писательский кризис, застой, мне было бы полезно мнение человека, который бы, скажем так, помог разобраться получше в писательском процессе именно.
Ну, у меня как бы небольшие формы, малые формы, поэтому, в принципе, я как бы, ну, успеваю высказать, пока у меня мысли есть в голове, вот за короткий промежуток времени, но какое-то время, конечно, я их накапливаю. То есть сначала у меня появляется, как правило, идея, что нужно это создать, потом я ищу образы, наверное, да, а потом после образов уже появляется какая-то структура их взаимодействия. После чего, ну, как бы, собственно, диалог, я просто составляю себе план, скажем, чем должно начаться, чем должно закончиться, и представляю их беседу. Говорю сначала за одного, потом за другого. Конечно же, ну, вживаясь вот в этих персонажей, да, играя тоже, проигрывая про себя, вот как они могли бы говорить, как они могли бы думать. И, конечно, ну, как правило, у каждого тоже образа есть какой-то прообраз. Иногда его, наверное, не скажешь, и вот как один тоже наш гость говорил, может быть, где-то даже неприятно было бы пригласить их в зал, потому что они могли бы себя узнать, возможно. Как правило, у писателей тоже такое бывало, когда они к концу своей жизни портили отношения со всем своим окружением, да, вот, допустим, ну, вот у Мапассан, по-моему, так было, да, ну, это и есть жизнь, и откуда мы еще можем взять свои образы, ну, естественно, из жизни, вот, общаясь с другими людьми, в этом есть, наверное, какая-то тоже такая черта определенная, да, которая характерна именно для пишущих людей, для драматургов, писателей. Вообще быстро или медленно пишет, если не секрет? Но я обычно, ну, скажем, не тороплю себя, да, и нет у меня каких-то определенных вот сроков, которые, скажем, давили бы на меня. Просто появляются мысли, я пишу. Как бы в свободном режиме я, ну вот, максимум в год 1-2 пьесы, может быть, могу написать. А поскольку форма сжатая, я не успеваю еще забыть, что у меня было в начале. Я знаю, что это проблема для прозаиков, да, которые вначале начали с одного, да, а закончили там совершенно другим персонажем, который уже прожил свою жизнь на протяжении всего времени, что они писали, и стал совершенно другим человеком. Но у меня такой проблемы нет. То есть я с кем я начинаю, с тем я, собственно, и заканчиваю свою историю. Мила, спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Если есть еще. Вопрос. Да, Мария. Хорошо. Да, Владислав, приветствую еще раз. У меня к вам тоже вопрос, как у пишущего человека к пишущему человеку. Вот, даже два вопроса. Вопрос первый. Скажите, пожалуйста, ну, есть ли у вас какой-то вот свой пул таких первых доверенных лиц, первых читателей, которым вы показываете свои тексты и мнению которых вы доверяете, не знаю, будь то родственники, либо какие-то ваши коллеги. Вот, не знаю, у меня есть ощущение, что все-таки вот вы же и, так сказать, важный республиканский деятель, да, и вот, возможно, у вас с этим есть какие-то проблемы, возможно, как-то не всегда вы можете показать свой текст тому, кому хотели бы. Ну, в общем, кто ваш первый читатель? Ну, я в семье, конечно, всегда показываю супруге. Она мой читатель первый. Но иногда она как бы не может прочитать или, может быть, ну, скажем, не знаю, не хочу, может быть, ей показывать где-то, может быть, ну, какие-то есть такие, скажем, темы. Иногда, ну, на самом деле, я не так часто пишу, и нет такого пола, на самом деле. Наверное, он нужен, действительно, какой-то вот круг читателей. И, ну, вот у нас появился круг драматургов, которые работают по лаборатории драматургии, и вот там мы тоже свои выкладываем произведения, там читаем. Конечно, вот такой диалог, он очень нужен, очень важен, и, наверное, я ощущаю, что мне этого тоже не хватает, и в этом отношении я очень благодарен Миле и вообще всем организаторам школы за то, что, ну, вот, есть такая возможность. И, конечно, ну, вот у Марии, наверное, больше, наверное, опыта, и, может быть, Мария тоже какую-то рекомендацию свою сказала бы, поскольку у вас же есть крупное произведение, я читал вот вашу, ну, вот повесть, она такая достаточно объемная, почти как роман.
наверное, тоже у вас вот есть круг, с кем вы регулярно обсуждаете, поскольку, наверное, вот такое общение в кружках, в литературных кружках, оно дает как раз-таки вот какой-то определенный стимул, рост для дальнейшего творчества, ну, с тем, чтобы не останавливаться на достигнутом. Да, я поэтому вас и спросила, потому что действительно это такой вопрос вот очень важный для нас, для творческих людей. Ну, про себя могу сказать, что мне в этом отношении повезло. Я довольно быстро встретила тех людей, мнению которых доверяю, и мне в этом очень помогли совещания молодых писателей при Союзе писателей Москвы, который проходит ежегодно. Я в нем участвовала, по-моему, 4 даже или 5 раз. И, кстати, тоже могу сказать для всех, что это совершенно открытое бесплатное мероприятие. И, насколько я понимаю, даже регионы как-то оплачивают проезд победителям. Это несколько дней в Москве. При Союзе писателей Москвы ведутся семинары, в частности, семинары прозы. Ведут известные писатели Евгений Попов и Анатолий Курчаткин, и там как раз вот разбираются произведения. То есть это полное погружение. В семинаре там 10, ну не знаю, 12-15 человек, молодых авторов и мэтры. То есть все тексты читаются заранее. И на самом деле всего несколько дней, но идет такая глубокая, пристальная, очень интересная работа, что потом ребята на выходе из семинара становятся друзьями на многие годы. И ну, сейчас мы уже не такие молодые авторы, там, по-моему, для прозы возрастной ценз до 35 или до 40 лет, то есть я уже в этом отношении не молодой автор, но мы уже вот лет 7-8 до 10 дружим с участниками этих семинаров, продолжаем общаться по почте и лично, и в каких-то совместных проектах участвуем. И когда я что-то пишу, это вот как раз те люди, кому я могу отправить текст в первую очередь. Мы друг друга читаем и, ну, как на семинарах, честно друг другу говорим. Если что-то не то, то всегда можно сказать в глаза, не боясь, что, ну, обидишь человека, потому что за этим и обращаются. И это очень интересный опыт, конечно, его нужно экстраполировать. И вот если у вас есть такие литературные объединения, кружки, очень здорово, когда люди там, да, не ругаются, не говорят правду матку в глаза таким образом, что потом, да, хочется разбежаться по углам и не общаться. А когда вот из этого обсуждения рождается, ну, текст становится лучше, да, появляются какие-то новые идеи, вот у меня это есть. Ну, я думаю, что и у вас тоже, если вы к этому стремитесь. Да, вот хорошая идея. У нас тоже вот как раз в зале Ираида Попова сидит, которая является ответственным секретарем журнала «Полярная звезда» и тоже начинающим драматургом. Вчера вот была как раз тоже на нашей встрече. И, может быть, мы предложим, да, нашим ребятам вот тоже такую практику, опубликовывать, может быть, где-то на каком-то сайте или какой-то портал сделать для того, чтобы, ну, ознакомливаться с текстами и время от времени обсуждать их. Ну, знаете, даже технически это лучше не сайт и не портал, это может быть какой-то открытый доступ, то есть лучше делать просто какую-то общую рассылку по участникам, но это уже из опыта, да, когда каждый там адресно получает архив с текстами, поэтому, ну, чтобы это не было выложено в открытом доступе. Да. Вот, но это уже такие технические моменты. У меня еще есть второй вопрос. Я послушала ваш мастер-класс, вот, и услышала такую интересную вещь, которая во мне сразу же откликнулась, Владислав. Вы сказали, что понимаете, что вот писательство, да, оно дается как дар, но оно может, ну, и пропасть этот дар, да, вот это вот какое-то чутье. Ну, я, может быть, говорю своими словами, но вы понимаете мысль. Вот. Вы на себя это примеряете, вы опасаетесь того, что вот, ну, уйдет у вас желание писать, бывает вот такое. У меня, кстати, сейчас вот тоже, как у предыдущего оратора, такой творческий застой. Вроде и материал есть, вроде все вот есть, а какого-то пазла не хватает, чтобы начать писать новый текст. И я тоже боюсь, что вот это вот, ну, что может уйти вот этот вот нерв вообще, вот это вот желание. Вот. Вы этого боитесь? Если боитесь, то как с этим боретесь? Ну вот, на самом деле, я, может быть, не осознаю, что есть такой страх, да, в большей степени осознают мои сенсеи, которые время от времени ко мне подходят и говорят: брось ты, вообще это никому не нужное дело, иди, пиши, не трать время зря.
Мне Василий Егорович сколько тоже это говорил, иди пиши лучше, как бы не занимайся вот этим вот пустым, никому не нужным делом. Вот есть какой-то такой страх, возможно, я его еще пока не осознаю. И, ну вот, знаете, вот очень хорошо сказал, мне понравилось, как сказал Глуховский на встрече, что надо встретиться с реальной жизнью, после того, как ты встретишься с реальной жизнью, у тебя вновь появляется желание писать, творить. Если есть какой-то творческий застой, ну вот как-то надо это излечивать тем, что как бы есть, потому что, ну, по крайней мере, у меня в творчестве, ну, бывает, что я пишу тогда, когда, ну, действительно не могу не писать, да, то есть нужен какой-то стресс, и для меня вот стресс, он выходит таким образом, то есть я выкладываю все это на бумагу. Не знаю, нужно это делать, иногда тоже думаешь, надо ли это вообще зрителю, читателю, ну, сомнения возникают. Ну, может быть, видимо, и надо. Где-то люди тоже, ну, как бы компенсируют то, что им не хватает в жизни, и где-то какой-то стресс, может быть, ищут, а где-то, наоборот, хотят как-то забыться от нашей как бы ужасной жизни и как бы войти в мир прекрасного и увидеть, какие на самом деле люди хорошие, да, для этого тоже в театр ходят. Спасибо. Санкт-Петербург, Владислав, спасибо, Мария, Мила. У нас Я хотела время. завершить. Давай. Да, Поля, секундочку, хотела пожелать Владиславу дальнейших публикаций и в толстых литературных журналах, и, может быть, издания книги отдельной со временем, да, пожелать вам своих режиссеров и вдохновения, еще раз вдохновения. Спасибо большое. Спасибо Санкт-Петербургу, спасибо, Мила. Спасибо, друзья, очень приятно было с вами общаться, хотелось бы вживую пообщаться и надеемся, что когда-то такая возможность появится. Мы надеемся, что когда-то встретимся. Действительно, у нас, да, столько много проектов сейчас совместно с Милой уже реализовано, еще планируется реализовать. И ну вот для нас это действительно ну, такой большой шанс иметь такую ниточку с Северной Пальмирой, с культурной столицей России, поскольку как раз-таки через такие связи мы обогащаемся, можем дальше расти, не замыкаясь вот на том, что происходит у нас только. И как раз-таки вот такое общение, оно очень обогащает. Очень много благодарностей было от тех, кто смотрел нас в эфирах, те, кто участвовали, говорили о том, что действительно это, ну, вот очень нужно, и это нужно продолжать. И, конечно, мы очень рады, что с помощью всех заинтересованных лиц мы смогли все это сделать. Спасибо. Спасибо. У нас сейчас очень важная миссия. Важная миссия. Мы должны сегодня победителей конкурса. Сегодняшнего конкурса, да? Сегодняшнего. Какие вопросы больше понравились? И победитель у нас получит этот необыкновенный журнал, специальный выпуск «Дружба народов» за 2019 год. Об этом журнале сегодня много говорили. Да, я это считаю, как раз это таки уникальное издание. Вы это получите с спецномер, автографом. да, спецномер именно по Республике Саха-Якутия. Здесь авторы все, которые ну, вот у нас проживают. Мне тоже посчастливилось здесь свое произведение показать. Вот Мария о нем рассказывала. Большое всем спасибо, кто принимал участие в его создании. Ну, вот, наверное, тогда Анне отправим, да, в Санкт-Петербург. Анна из Агнесова, института. студентка наша, да? Да. Да, хорошо. Она убежала куда-то. Опять убежала. Хорошо. Услышала свое имя. Остальных? Так, и двое, ну вот у нас были авторы, которые прислали. Была Мария Егоровна из Нюрбинского театра. Давайте Марии Егоровне отправим. Хорошо, Марии Егоровне, потому что она как раз интересовалась работами современных авторов. Анна пришла, да? Анна, мы с большой радостью отправляем вам журнал «Дружба народов». Это спецвыпуск как раз-таки по Республике Саха-Якутия, где авторы нашей республики представили свое творчество. Спасибо вам за участие, за интересные вопросы и желаем вам активного
творческого роста и дальнейших свершений. Я думаю, что у вас уже есть первый опыт, тоже хотелось бы с ним ознакомиться. Спасибо вам большое. И третий журнал, кому у нас достает? Так, и третий. Мне кажется, что можно было бы студенту 4-го курса Сергею, да? Ну, не буду, конечно, я Настаивать, вместо да? вас решать и настаивать на этом. Ну, вот у нас сейчас... Да, вот. Значит, Сергей Мельников, он задавал про наивность Алисы. И так, Да. потом у нас про свою кровь был вопрос. Есть ли в роду писатели? Хорошо, ну давайте вот студенту, да? Да. Как зовут? Сергей Мельников. Сергей Мельников. Хорошо, 2 журнала остаются у нас здесь, в Якутии. Большое спасибо Санкт-Петербургу. Мила, мы завершаем, да? Да, Мила? Мила, мы завершаем нашу трансляцию, но это не значит, что мы прощаемся с вами. Школа драматургов Арктики путешествует по литературе арктического региона, и мы еще встретимся с вами. Всего доброго. Спасибо огромное. До встречи на ледоколе Красин.